института лесного, с колледжей, со школы ребята очень участвуют, поэтому если у вас есть желание, обязательно внимательно слушайте и участвуйте тоже в наших проектах, знакомитесь с нашей деятельностью. Наш Центр развития добровольчества объединяет в себе 5 объединений университета. Подробно о них расскажу. Каждое объединение занимается разной направленностью и разными добрыми делами. Самое взрослое наше объединение «От сердца к сердцу» — это добровольческое движение «От сердца к сердцу». В прошлом году ему было 10 лет. Очень много проектов, которые они разрабатывали, очень много проектов действующих сейчас. У них более 13 проектов, которые действуют в течение года. Представляете, какой объем работы они делают. В основном это работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, пропаганда здорового образа жизни, такие проекты, как «Капля жизни», это донорство. Ребята организуют выходы в республиканскую станцию переливания крови, и до 40, даже до 60 человек, которые сдают кровь. И еще один из проектов, который направлен на здоровый образ жизни, это «Ритм жизни», это танцевальное движение. Занимаются не только волонтеры, не только добровольцы, не только студенты, но и школьники. И также ребята выезжают, занимаются с детьми в центрах реабилитации несовершеннолетних, в детских домах и совместно делают какие-то потом организации концертов происходит. Вот. Ну и один из взрослых таких давнешних проектов — это проект «Поиграй со мной». Именно это движение привезло в нашу республику настольные игры, которые сейчас вся молодежь увлекается. И движение «От сердца к сердцу», она пропагандирует эти игры, они ходят к ребятам в реабилитационные центры, также играют с детьми и закрывают очень многие образовательные и организационные добровольческие, волонтерские проекты. Вот именно этим проектом «Поиграть со мной», когда молодежь, взрослые люди могут прийти, поиграть, познакомиться с этим проектом. Это добровольческое движение «От сердца к сердцу». Добровольческий клуб «Свет добра», он был создан в пединституте, и, соответственно, когда у нас стал единый университет, у нас были два параллельных объединения, это «От сердца к сердцу» и добровольческий клуб «Свет добра». Основное направление их работы – это работа с детьми в детской республиканской больнице. Ребята каждую неделю ходят в республиканскую больницу, проводят мастер-классы, проводят игры с детьми настольные. Также добровольческий клуб тесно сотрудничает с библиотекой Брайля, проводит совместные какие-то акции. И вот эта последняя акция была 15 октября, День белой трости, когда люди города шли с белыми тростями, с завязанными глазами по городу и чувствовали, как это идти человеку, который не видит. Вот. Также один из проектов – это туберкулезный детский санаторий и диспансер. Ребята также ходят с проектами, с мастер-классами, играют с детьми. И наверху фотография, Тинтюковский дом-интернат. Каждый месяц студенты, не только добровольческого клуба, а вообще города, школьники выезжают к бабушкам, дедушкам, собирают им подарочки, поздравляют, обнимаются, танцуют вместе с ними и организуют им праздник. Вот такой вот добровольческий клуб «Свет добра». Вот это проект «Вспомнить светло». Ребята ходят к преподавателям, у которых не осталось родственников, они уже умерли, и ухаживают за могилами тех преподавателей, у которых нет родственников в городе университета. Добровольческое объединение «Оберег». В основном направление это пропаганда здорового образа жизни. Если вы в городе бываете, вы часто видите, что студенты в таких беленьких футболочках проводят различные подвижности, активности с жителями города Сыктывкар. Вот у них различные эстафеты. Также у них есть проект, который направлен такой на детей. Да, они ходят в школы, в детские больницы, в детские дома. И проект называется «Книжка безопасности». Они делают книжку по безопасности, тем самым учат детей, как правильно переходить дорогу, как действовать себя с незнакомыми людьми и много-много другое. Проект «Фликер» совместно с ГИБДД тоже прорабатывается и реализуется. Они делают маленькие фликеры самодельные вместе с детьми и вешают детям на рюкзачки, и тем самым показывая, что, извините, что
но обязательно ходите с фликером, чтобы в темноте вас заметили. И в этом году новый проект у них, они работают с ребятами, которые оказались в комнате милиции, то есть с трудными подростками, и рассказывают о том, что, ребят, вот есть в жизни много всего интересного, занимайтесь вот многим активным, хорошим делом, и не ходите на улице, и не ходите на дети. Ну, не такими, конечно, словами, но смысл такой, то есть они хотят, чтобы детишки отстранялись от своих мыслей плохих. Вот. Региональный штаб общественного движения «Волонтеры-медики» с 2015 года действует у нас в университете. Основное направление — это, конечно, пропаганда здорового образа жизни и, конечно же, просветительская работа. Ребята на крупные, большие акции, которые всероссийские, проводят также акции у нас в университете, в городе и совместно с медицинскими учреждениями нашего города. Также центр, помимо того, что у нас есть движения добровольческие, очень много проводит образовательных площадок. Это осенняя школа добровольчества, она у нас проходит каждый год. В этой школе участвуют и студенты, и школьники, и общественное объединение города, которое направлено на добровольчество, на волонтерство. Также есть мастера добровольчества, это проходит в рамках нашего университета, но если есть желающие и есть желание поучиться проектам, разработке проектов, продвижению, может, каких-нибудь ваших социальных идей, то вы, пожалуйста, приходите к нам, мы с радостью вас будем принимать в наш образовательный проект. И рассказывать, что и как лучше делать. Еще также наш центр очень много организует площадок, которые направлены на то, чтобы вы и другие общественные организации города, республики представляли свои проекты, показывали. То есть обмен опытом. Не только, чтобы вы, там, например, работаете с каким-нибудь детским домом, и только детский дом об вас знает. Нет, нужно, чтобы знал весь город, республика. И вот мы организуем выставки социальных проектов. Ближайшая выставка будет 11 декабря в здании, которое на Коммунистической 25, где институт, который напротив фонтанов. И вот это будет социальное решение делами молодых, социальная выставка. Ярмарка добровольческих вакансий у нас обычно проходит в сентябре, и весенняя неделя добра — это общероссийская акция, она проходит весной, также участвуют все наши объединения и объединения города Сыктывкар. Также центр и вообще университет способствует выезду студентов на общероссийские события, программы, форумы, летние кампании. То есть наши студенты работают на больших крупных мероприятиях в качестве волонтеров. Мы очень тесно сотрудничаем с Министерством образования, с Республиканским центром поддержки молодежных инициатив и совместно стараемся отправить студентов, которые желают поучаствовать именно как волонтеры в данном случае на таких больших крупных проектах. Мы стараемся отправлять, и чтобы ребята тоже чувствовали себя именно в этом направлении активными и проявляли свою активную жизненную позицию. Мы, как центр, сотрудничаем с ассоциацией волонтерских центров, проводим много совместных акций всероссийских. Первая акция у нас была, это вот 100 дней до чемпионата мира ФИФА 2018. Мы начали сотрудничать с этой акцией, а сейчас у нас и «Читай страна» каждый год, и «Нужны друг другу», и много других акций, которые проходят в рамках единых действий. Мы также их поддерживаем и пропагандируем. Что же может дать наш центр вам, как активистам, как молодежи, которая хочет проявить свою социальную активность? Это, во-первых, консультирование по вопросам продвижения социальных проектов и идей, обучение социальному проектированию в рамках осенней школы добровольчества, образовательного проекта «Мастера добровольчества». Вообще центр реализует такую задачу, как воспитание гражданской активности молодежи путем включения молодежи в уже действующие социальные проекты. То есть, если у вас нет никакой идеи, но вам хочется что-то попробовать, мы обязательно с удовольствием примем вас уже в действующие наши проекты, вы попробуйте, посмотрите, может у вас что-то родится свое интересное. Представление социальных инициатив молодежи на республиканских общественных конкурсах и форумах и тиражирование успешных социальных проектов в практике университетов в районной республике Коми. У нас есть такой проект «Волонтерские дистанции», когда мы выезжаем в республику в районы и там, на базе образовательных учреждений или там, администрации района мы рассказываем о своих проектах, которые действуют у нас в университете, и, соответственно, заряжаем людей,
найти в этом корпусе на втором этаже кабинет 233/5. Я с 9 до очень поздна работаю там, поэтому если вы школьники и у вас школа поздно заканчивается, там вторая смена, или там студенты, которые учатся во вторую смену, приходите и вечером, я буду там, обязательно участвуйте, записывайтесь. Сегодня после нашего общения вы можете подойти к стендам, там может уже записаться на какое-нибудь добровольческое движение, либо там есть стикеры, вы можете написать какие-нибудь предложения, которые вам хотелось бы, чтобы мы для вас сделали. Обязательно поможем. Очень радостно, если у вас будет много интересных идей и инициатив, и это хорошо не только для нас, но и для республики, для нашей страны. Сейчас уже озвучили вот здесь в рамках презентации информацию для всех, какую поддержку можно получить в Центре развития добровольчества в университете. Вот я очень рада, что Светлана Валентиновна это озвучила, и вы познакомились с Светланой Валентиновной. Можно подходить консультироваться, но на самом деле можно подходить и работать со всеми волонтерскими объединениями, которые есть в университете. На сайте университета эта информация тоже есть. Вот, приглашаем всех. И вот предложение Светланы Валентиновны тоже в силе, стенды стоят.